Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Отдохнуть от пандемии. Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы. Все обошлось благополучно. Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку в Нижнекамске. Мы знаем, чем занять ребенка. В интерактивной библиотеке Ленска появился мини-кинотеатр. Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. Правительству Российской Федерации поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, а главам субъектов – режим работы аналогичных региональных организаций. Также правительству и региональным властям поручается за счет средств соответствующих бюджетов оказать поддержку малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с COVID-19 и введения нерабочих дней в октябре-ноябре. Обращаю внимание коллег в регионах. Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Жители и гостей столицы России ожидают очередные ковид-ограничения. Из-за обострившейся эпидобстановки уже с 25 октября и до 25 февраля 2022 года включительно москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Исключение составляют горожане, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев или прошедшие вакцинацию. Также со следующей недели столичные предприятия должны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников. На тех, чье присутствие на работе критически важно, а также переболевшим или вакцинированным, требование об удаленке не распространяется. В постоянном представительстве, к счастью, практически таких людей нет. Мы все здоровы. Безусловно, при условии соблюдения всех необходимых требований, использования средств индивидуальной защиты, мы можем работать стабильно и обеспечивать те задачи, которые ставит перед нами руководство республики. По данным столичных властей, в Москве впервые отметили высокий 30% рост заболеваемости ковидом в течение 5 недель подряд. Максимальное число заболевших с момента начала новой волны COVID-19 было выявлено 18 октября – 6823 человека. Между тем, в столице проживает около 10 тысяч якутян. Постоянным представительством республики им оказывается поддержка. У нас уже создана мобильная группа помощи из числа наших добровольцев, молодых наших якутян. Доставляют продукты питания, лекарства нуждающимся гражданам, и людям, входящим в группу риска, и тех, кто находится в медицинских учреждениях. Также я хочу отметить, что вместе с нашими коллегами из санатория Бесчегда, с нашими врачами также создана горячая линия, куда можно позвонить и обратиться по тем либо иным вопросам. Все телефоны и контакты указаны у нас на сайте и социальных сетях. В Якутии заработала система QR-кодов, пока только на объектах культуры. Поэтапно до 1 ноября к системе QR-кодов подключат и другие учреждения с массовым посещением. Куда теперь не попасть без предоставления 3 главных документов, узнавала Ульяна Шагина. Мне, пожалуйста, один билет. Здравствуйте. Предъявите, пожалуйста, ваш QR-код. Теперь в кинотеатр за билетами только при наличии личного QR-кода. Кассир за стеклом проверяет наличие документа. Вместе с ним для подтверждения личности паспорт гражданина. У многих зрителей уже есть и QR-коды, и
получившие вакцину. Ну, люди вообще как отнеслись? И люди к этому отнеслись спокойно, потому что понимают, что это все делают для людей. Давайте посмотрим. В Национальной библиотеке республики для считывания QR-кодов читатели установили специальное устройство. Оно считывает штрих-код о вакцинации как с телефона, так и с обычной бумажки. За снижение количества посетителей здесь не переживают. За время пандемии хорошо освоили дистанционную работу. Национальная библиотека за это время достаточно сильно усовершенствовала свою электронную библиотеку. Мы можем обслуживать читателей полностью, пользуясь этим сервисом. У нас есть колл-центр, куда могут наши читатели обратиться. И у нас есть возможность осуществлять доставку книг на дом, используя наш библиомобиль. Помимо сертификата вакцинации можно показать справку о перенесенном ковиде. Оба документа должны быть с QR-кодом, подтвержденным на портале госуслуг. Документы можно носить как на электронных, так и на бумажных носителях. Помимо этого, для подтверждения личности нужно носить с собой паспорт, либо любой другой документ с фотографией. К внедрению QR-системы готовятся и спортивные объекты. С 25 октября родители с детьми без подтвержденного штрих-кода на тренировки не пройдут. Некоторым это не нравится, но к новым реалиям придется привыкать. У меня медотвод, поэтому как я буду без QR-кода ходить? А получить медотвод тоже там свои должны быть какие-то показания определенные. Мне вот, например, некогда пока что ходить. Детские спортучреждения к ограничениям привыкли. Они готовы к любым нововведениям, лишь бы снова на долгое время не уйти на удаленку. Да и понимают, что работа с детьми требует особых мер предосторожности. Сейчас у нас проходят контрольные игры среди наших спортсменов ограниченными командами. За вместо 22 человек в составах участвует по 11 человек с каждой стороны. Ну и, соответственно, выдаем списки ограничения зрителей. У нас присутствует не больше 50 человек, родителей, которые могут следить за играми одновременно, да. И, соответственно, выдерживают дистанцию и одевают маски. Третий этап внедрения QR-кодов начнется с 1 ноября и коснется уже учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Самолет авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Хабаровск, экстренно сел в Нижнекамске из-за разгерметизации двери. На борту находилось 42 пассажира, члены хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска и 8 членов экипажа. «Боинг» 737-800 вылетел 20 октября в 0 часов 10 минут по местному времени из аэропорта Бегишева. Через 5 минут бортпроводники услышали нехарактерный звук со стороны передней двери, о чем доложили командиру. Было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Самолет благополучно совершил посадку, пассажиры и экипаж не пострадали. Для отправки спортивной команды авиакомпания предоставила резервный борт. В межсезонье между Якутском и Нижним Бестяхом традиционно курсируют суда на воздушных подушках. Также, пока не встанет лед на реке Лени, связь между двумя берегами продолжит держать паромы. В какую сумму обойдется поездка на Хивусе, знает Дмитрий Тымыров. Суда на воздушных подушках Ленатранса начали в этом году курсировать из 203-го микрорайона. Здесь под жилкомплексом «Парус» поставили будку. Это для удобства горожан. Зал ожидания для пассажиров. Сегодня между столицей региона и Нижним Бестяхом курсируют 6 хивусов. С 7 часов, часов до 6. Ездите туда-сюда по наполняемости или как? По наполняемости. На сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. И вот сейчас в межсезонье вообще спрос есть или нет? Или сейчас как-то так? Спрос есть. Людей много ездит. А вот частники традиционно расположились в акватории городского пляжа. Здесь по данному маршруту курсируют более 10 судов. Стоимость проезда, как и у Ленатранса, у них 1000 рублей. По их словам, цены у них вырастут уже со следующей недели. Сколько это будет, от комментариев отказались. Между тем, по маршруту Якутск из местности Даркылах до Нижнего Бестяха до образования ледовой корки будут ездить и паромы. Как отметили в региональном министерстве транспорта, они будут осуществлять свою деятельность до конца этого месяца. Всего привлечено 12 единиц паромов. Работает по наполнению. Предварительно у нас, исходя из сложившейся гидрологической обстановки и прогноза погоды, у нас принято решение, что переправа будет работать до 22 числа и дальше ежедневно будет корректироваться, исходя из погодных условий.
Ну а в эти дни из речного порта Якутска последние рейсы совершает теплоход «Рукавишников». Уже в последующие дни, чтобы добраться до Нижнего Бестяха, жителям и гостям столицы придется воспользоваться только услугами хибусов, то есть судами на воздушной подушке. Они будут совершать рейсы до открытия автозимников. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Якутск. 21 октября в нескольких районах столицы республики ограничат водоснабжение на весь день в связи с ремонтными работами. С 10 часов утра до 22 часов по якутскому времени воду отключат в центральных кварталах, в микрорайоне Залок, а также ограничения коснутся котельных Холбос, Яни-СХ, Ягу-1. Кроме этого, с 9:30 до 16 часов по якутскому времени подачу холодной воды ограничат в домах номер 6 и 6/1 по улице Пирогова. В детской библиотеке Ленской теперь можно не только уединенно проводить время с книгой в звукопоглощающем кресле, но и смотреть документальные фильмы в мини-кинотеатре. Изменения в читальне произошли благодаря средствам республиканского гранта – 800 тысяч рублей. Еще 200 тысяч учреждению выделила централизованная библиотечная система. Теперь в учреждении есть оборудование для познавательных и развлекательных игр, интерактивная панель, моноблоки, звукопоглощающее кресло, мини-кинотеатр, мультистол и интерактивный пол. Также в библиотеке теперь есть 2 тематические зоны для посетителей разного возраста. Когда мы начали писать грант, то для каждого нашего оборудования мы уже знали, где оно будет стоять, на каком месте. Понятно, что если это малыши, то это большие, яркие материалы, инструменты, и стоят именно в зале лукоморья, именно в зале сказок, где светло, тепло, удобно и уютно. Для детей постарше это уже зал пространства Альфа, но там более спокойно, тихо, где подросток в спокойной обстановке может подумать, поразмыслить, посидеть над своим гаджетом. В зале лукоморья юные буквоеды могут читать книги в домике, играть и решать ребусы на интерактивных панелях. Подростки во внеучебное время заниматься на моноблоках и посещать мини-кинотеатр. Оборудование запустили в работу. В будни оно пользуется небольшим спросом, так как школьники находятся на занятиях. В выходные же посетителей такой библиотеки гораздо больше. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.